Трефович, пожалуйста. Хайырлы күн, хөрмәтле Ради Фарит улы, хөрмәтле кәңәшмәлә катнашучылар. Добрый день, уважаемый Ради Фаритович, уважаемые коллеги. В республике на прошедшей неделе произошел 91 техногенный пожар, при которых спасены 5 человек. К сожалению, 5 спасти не удалось. Вместе с тем, с начала года достигнуто сокращение смертности при пожарах на 5 человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Дополнительно докладываю, что во исполнении вашего поручения, уважаемый Ради Фаритович, проанализированы причины и обстоятельства гибели 12 человек на пожарах с 7 по 14 февраля. 75% данных смертельных пожаров произошли в сельской местности, 25% в городах республики. Среди погибших 10 мужчин и 2 женщины. 60% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Предварительная причина половины этих смертельных пожаров – неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования. Причиной еще 40% пожаров стала неосторожность при курении. По 10% пожары произошли в садовом товариществе и автомобильном транспорте. 80% смертельных пожаров произошли в жилье граждан. Ситуацию осложнило то, что из 10 адресов, где произошли смертельные пожары, только 3 были оборудованы пожарными извещателями. Из оснащенных мини-сиренами частных домов погибшие при пожаре не смогли спастись, потому что находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Разбор причин и факторов, способствовавших гибели людей на указанных пожарах, проведен на внеочередных заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также сотрудниками Главного управления МЧС России и Государственного комитета проведены выездные проверки организации профработы. В целях стабилизации пожарной обстановки на прошедшей неделе муниципалитета, где допущен рост гибели при пожарах, введен штабной формат профилактики пожаров. Начата ежедневная трансляция обращений о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности через систему оповещения, громкоговорители мечетей, мобильных профилактических групп, через бегущие строки на телевидении. В автобусах Башавтотранса и пригородных электричках инициирована передача аудио- и видеообращений по профилактике пожаров. Издано экстренное обращение в связи с 12 жертвами огня за неделю. Организовано спецсообщение о смертельных пожарах с анализом их причин для принятия новых превентивных мер главам администрации от заместителя премьер-министра правительства республики Ерика Сагитова. Начато проведение еженедельных совещаний в режиме ВКС с руководителями муниципальных штабов по профилактике пожаров. Кроме того, по вашему распоряжению, уважаемый Ради Фаритович, выезжал в муниципалитеты, где сложилась сложная пожарная обстановка, для проведения совместно с главами сельских поселений детального анализа принятия новых управленческих решений по нормализации ситуации с гибелью граждан. Работа по сокращению смертности на пожарах будет продолжена. На прошедшей неделе на водных объектах республики гибель граждан не допущена. На территории республики продолжают функционировать 4 ледовые переправы. На прошедшей неделе Центром обработки вызовов в систему СУ-12 принято более 51 тысячи звонков. Среди них было 5 сообщений о падениях с высоты, в результате которых погиб 1 человек в Октябрьском. В завершение отмечу, что в отчетный период 9 раз проводилось оповещение населения об ухудшении погодных условий, в том числе через СМС-рассылку.